в этом зале практически все выступающие говорили о принципе неотвратимости наказания. Все говорили о том, что необходимо защищать интересы потерпевших. Необходимо устанавливать принципы правового государства, верховенства права, да? Да. И вот соотношение вашей статистики, как вы считаете, о чем он вообще говорит-то? Раз в БПК нет конкретных регулятивных положений, в каких случаях прокурор принимает решение направлять дело в суд, а в каких нет, но тем не менее, почему такая разница? Чем вы можете объяснить? Уважаемый председатель, разрешите ответить на вопрос на государственном языке, так как я более подробно могу. Я тогда вынужден буду приостановить и вызывать переводчика. Ну, попробуйте, насколько у вас хватит, скажем, знания языка. Я думаю, у вас достаточно. Недостаточно. Того, что... Вот, насколько так, по Икрамидин Назирович тоже вопрос задал по предъявленной на сегодняшний день УПК предусмотрено, то есть следователь может вынести постановление о предъявлении и направить в суд об изменении меры пресечения. То есть законодатель бұл жағынан беріп атады. Вот как азыр Икрамидин Назирович айтады, а можно ли, как можно без предъявления направить в суд? Но видите ли, лично сугубо мое мнение, вот это дело, которое Икрамидин Назирович приводит к примеру в отношении Бакиева, это в истории Кыргызстан тарихында биринчи жолда, где потерпевших более 150 человек. Там 80 потерпевших каза болгон. И мы не можем же вот это дело приостановить по пункту 1 или по пункту 4. Ну, это чисто мое мнение. Ну, вы в данном случае, я хотел услышать более какие-то, скажем, правового характера аргументы, да? Аргументы услышать. А то, что вы говорите, это эмоции, я понимаю. это переживания, да, человеческие. Какие-то подход с точки зрения человеческого фактора, да? Я именно говорил с правовой точки зрения. Если у вас нету на этот вопрос, ответа нету, ну, вы так и скажите, что вы не можете на него ответить. Там участвовал адвокат, который... Это известно, об этом уже было сказано. На сегодняшний день есть... Об этом заявитель сказал, что участвовал адвокат, который не, даже по словам обращающейся стороны, скажем, сам Бакиев, он и не знал этих адвокатов, и он даже и не контактировал с этими адвокатами, то есть напрашивается вывод, что, видимо, это были назначены или привлечены по каким-то другим основаниям к досудебному производству, к судебному производству. Адвокаты, видимо, были, потому что вот по утверждению обращающей стороны. Как раз об этом речь идет. Да? Мы хотели просто услышать правовые основания, на основе чего, чем руководствуется прокурор, когда принимает решение, что в этом случае права потерпевших подлежат защите, и, скажем так, правовая система, правопорядок, принципы правового государства, что вот это верховенство права, что это имеет важное значение, и направляют дело в суд, а в большинстве, как получается, в подавляющем большинстве случаев, да, дела, скажем, там, такой практики же не было у нас до этого. Ну, вы сами сказали, что порядка 8 дел были направлены в суд. Порядка 4 дел в отношении 7 или 8 лиц направлены в суд. Хорошо, ладно. Присаживайтесь.